На ТНВ время новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь. Повышение мощности и снижение тарифов. Это самая крупная газотурбинная установка в нашей стране. На Казанской ТЭЦ-3 запустили новую газотурбинную установку. Возможности оценила Илисан Сабирова. Ливневки есть, а толку нет. Каждый день мы не можем эту работу потом переделать. Это она дорогостоящая работа. Дорожные ляпы строителей в репортаже Адели Коломейц. Футбол объединяет. Просто вот все. Как Казань встретила болельщиков со всего мира, узнал Рамин Шайдолин. Здоровый футбол. My name is Zulfiya, I'm a doctor. How can I help you? Что делают в Казани, чтобы болельщики не болели? Лина Зинатуллина. Двойное увеличение мощности и тройной рост выработки электроэнергии. После модернизации на Казанской ТЭЦ-3 сегодня запустили новую газовую турбину. Многомиллиардный проект группы компаний «Таиф», реализованный совместно с американской компанией. Таких установок в мире только 4, а в России первая. Лисан Сабирова оценила новые возможности республиканской промышленности. В этом здании находится газовая турбина, самая современная, самая последняя разработка General Electric. Большие технологии для большой промышленности. Целый электрорайон, где расположен Казань-Оргсинтез и вырастают новые жилые дома, выходит на новую мощность. Проведена реконструкция, модернизация, и вновь введенное оборудование органично вошло в старую часть. 3 года на модернизацию. Вместо газовых котлов газовая турбина, цифровая система управления, инновационная камера сгорания для снижения выбросов. И вот новый блок в действии, экологически чистый и с мощностью 405 мегаватт. Это тройное увеличение выработки электроэнергии, что позволит отпускать тепло, в том числе населению, по низким ценам. Это единственная установка в России именно с такими параметрами. Мировой аналог расположен во Франции и уже вошел в книгу рекордов Гиннесса. Крупный проект реализован группой компании «Таиф» совместно с американским General Electric, строила турецкая компания «Гамма». Это очень серьезный шаг, и у нас есть дальнейшие планы сотрудничества. Это говорит о том, что энергоэффективность наших станций будет намного улучшена, и все мы понимаем, что мы должны поставлять электроэнергию на открытый рынок. 14 миллиардов рублей инвестиций ради экологии, экономии и надежности. Мы тратили на условно-топливное производство киловатт электрической энергии около 300 граммов, а сейчас будет расходоваться меньше 200 граммов. Для Казани-Оргсинтеза это надежное энергоснабжение, теплоснабжение. Мы гордимся тем, что в партнерстве с компанией «Таиф» мы смогли построить здесь самую эффективную в России и СНГ паровую электростанцию, которая будет обеспечивать надежное энергоснабжение Казани на долгие годы вперед. Обычно такие установки окупаются в течение 15-20 лет. Здесь же инновационность сократит сроки вдвое. Лисан Сабирова, Рамзиль Гарипов, ТНВ Казань. Руководство «Таиф» обсудило совместный проект с американской компанией GTC Technologies, крупным лицензиаром в области технологий получения товаров ароматики. Встреча прошла в Казани, на ней говорили о получении ароматических углеводородов и сотрудничестве по выпуску высококачественных смол. Мы хотим расширить сотрудничество с компанией «Таиф», а конкретно с заводом Нижнекамск нефтехим. Мы прибыли, чтобы предложить передовые технологии, лучшие идеи и поделиться ими с нашими партнерами. Исправить дорожные ляпы поручил президент Татарстана строителям, в частности, привести ливневки в рабочее состояние. Где-то канализации не выдержали даже первого ливня. Кто получил порцию критики и на что это сегодня ответили дорожники, в ситуации разбиралась Адели Коломейц. Как теперь до дома-то добраться? Плывут автобусы, плывут внедорожники, а люди прячутся в ближайших магазинах. Маленькая Венеция в центре Казани образовалась накануне после дождя. Мимо ЖД вокзала проплыл депутат Госдумы, который приехал ознакомиться с состоянием дорог. К сожалению, это очень печальная практика, когда
На дороге хватает денег, а вот на коммуникации их недостаточно. А за день до этого раскритиковал дорожных строителей президент Татарстана. О ситуации ему доложили на республиканском совещании. Мы видим, какие ляпы. Каждый день мы не можем эту работу потом переделать. Это она дорогостоящая работа. Все замечания должны быть устранены. В черном списке сегодня 3 генподрядчика. Дорожные работы на улице Назарбаева выполняли строители Волгодорстроя. Аккуратно, красиво, вот только не по ГОСТу. Не оказалось канализации для отвода воды. Правда, генподрядчик утверждает обратное. Они есть, просто, может быть, они загрязнены в данный момент были, поэтому вода стояла. Их сейчас почистим, пока почистить мы их не можем. Будем чистить только после того, как закончится Кубок Конфедерации. Пересечение улиц Чистопольская, Мусина, перекресток. И этот участок дороги президент тоже раскритиковал. Дело в том, что совсем недавно здесь произвели ремонт дорог. Асфальт заменили, пешеходный переход нарисовали, а вот отвод поверхностных вод не сделали. Обязательно будет осуществлен после проведения Кубка Конфедерации, мы вернемся. А вот на улице Несмелого вблизи Кировской дамбы ситуация иная. Ливневки здесь есть, правда, толку от них мало. Как только вода начинает скапливаться, она не уходит в канализацию, потому что строители попросту забыли сделать отвод. Технической погрешностью назвали этот недочет подрядчики и обещали исправить. Устранять ошибки предстоит и рабочим Алексеевск-Дорстроя. Ситуация с ливневками непростая, признаются в исполкоме Казани. Есть 4 участка, которые действительно требуют дорогостоящего и долгого ремонта. То есть там все эти канализации провалились, их необходимо менять. Большинство ливневок в Казани давние и требуют ремонта. Очищать их будут постепенно. В этом году выделили 200 миллионов рублей, чтобы канализации привели в порядок. Адрик Ламиц, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Камазовская дорога станет безопасной к 2018 году. Прослывшая в народе как трасса смерти превратится в дорогу жизни. Сегодня расширение автодороги М7 ведется сразу на 5 участках. Ход работы смотрел глава Росавтодора Роман Старовойт. Какую похвалу услышали татарстанские дорожники и какие замечания взяли на карандаш Марсель Аскаров. На трассе М7 сегодня заработал первый многофункциональный объект дорожного сервиса. Это специальная стоянка для дежурства реанимобиля и вертолета службы медицины катастроф. АНСАТ заступил на дежурство с 1 июня этого года. В экстренных случаях он будет прилетать сюда из Казани. Время пути всего 5 минут. Есть такая статистика, что если в течение 12 минут, оказывается первая медицинская помощь, то пострадавший выживает. Поэтому мы стараемся соответствовать международным стандартам. Все идет по графику, согласно А это 888-й километр федеральной трассы М7. Реконструкцию Камазовской дороги здесь ведет Каздорстрой. В 2017 году подрядчик планирует ввести в эксплуатацию сразу 2 участка. Все идет по графику, докладывают федеральному руководителю. Этот участок, как я сказал, сдаем, октябре-ноябре этого года, 13 километров. А остальные 2 участка на следующий год. Реконструкцию оставшихся 3 участков автомобильной дороги М7 «Волга» от Казани до Челнов завершат в следующем году. Таким образом, печально известная трасса на следующий год должна стать безопасной. Она будет соответствовать 1-й категории. Первая техническая категория подразумевает 4 полосы движения, по 2 в каждую сторону. Осевая полоса безопасности будет с барьерным ограждением. Это позволит нам избежать лобовых столкновений. Это самое опасное столкновение. Роман Старовойт отметил, что проблем с финансированием не будет. Все обязательства заложены в контракте, а значит, федеральный центр свои обязательства выполнит в полном объеме. Марсель Аскаров, Марат Зайдуллин, ТНВ, Роднослободский район. 19 тысяч километров, сотни городов и месяц в пути. Сегодня в Казань вернулся экипаж первой всероссийской социальной акции «Светопробег». Его участники проделали путь от Хабаровска до столицы республики, заехав в Сочи и Санкт-Петербург. Цель – карта дорог страны с плохим освещением. Где светит только солнце, узнал Салават Мухаммадуллин. Месяц в пути, и вот они дома. Уставшие, но радостные, с флагами через люк своего пикапа. Эти 4 человека колесили практически всю Россию. Главная цель – создание карты освещения федеральных дорог страны. Одним из толчков на пути к пути стал трагический случай. Реальная история. У меня погиб друг на темной дороге. Он был в такси, он был не за рулем. Погиб и он, и таксист на светофоре. С их машину протаранил внедорожник.
И днем, и ночью в дороге спали, меняя друг друга за баранкой, они порой прямо в машине, благо размеры позволяют. Большой пикап для большого пробега. Все, кто помогал его участникам, оставляли свои рисунки и пожелания прямо на автомобиле. Вот, например, Рафик из Екатеринбурга решил оставить свою подпись. А в северной столице страны освещение, похоже, действительно нужно, потому что в Питере, как видно, здесь не спят. Нам здесь как раз освещение сделать, у нас здесь темно. Вот, заявка от сотрудников. Если лампочки плохие у нас, да. И таких обращений они собрали несколько тысяч. Сейчас дело за малым – создать карту дорог с плохим освещением. Разочаровал сильнее всего на Санкт-Петербург. Это известная трасса Скандинавия, которая соединяет Хельсинки и Санкт-Петербург. Там очень опасная дорога, узкая, без разметки, без освещения, с огромным трафиком автомобильным. Останавливаться поиском света на федеральных дорогах они не собираются. В планах мониторинг освещения казанских дворов. Салават Мухаммадуллин, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Красная гвоздика в память и благодарность. В поддержку компании по всей стране уже стартовали продажи красного значка. Второй год в России действует специальная акция. Надев значок «Красная гвоздика» в День памяти и скорби, россияне-татарстанцы помогут ветеранам. Главной датой станет 22 июня. Сейчас у нас проходит акция в память о ветеранах. Мы дарим вам значок «Красная гвоздика». Булат Хамадшин – консультант в банке. Он не смог не откликнуться на акцию «Красная гвоздика». Оба его деда прошли военными дорогами Великой Отечественной. Люди берут, как вот они? Да, с радостью берут эти значки и в дальнейшем их носят. Поддержать призыв фонда «Я помню, я помогаю» можно простым способом, купив значок в виде красной гвоздики стоимостью 50 рублей. А партнеры фонда, выкупив значки, дарят их своим клиентам. Я прочту, если у меня будет возможность, конечно, я хочу помочь ветеранам. Мне давали вот карточку, вот значок в банке. А до этого я не знал об этом. Это помощь ветеранам, да? А вы будете носить этот значок? Конечно. С начала мая значки в виде красной гвоздики можно приобрести у партнеров фонда в сетях «Магнит», «Бехотле», «Селла», «Семья», газетных киосках и корпоративных магазинах Сбербанка. С 19 по 25 июня все клиенты, пришедшие в Сбербанк, будут получать красные гвоздики. Это в память того, что русский народ победил в Великой Отечественной войне. 16 миллионов рублей собрали в прошлом году. Адресную помощь только в Татарстане оказали 10 ветеранам. В попечительский совет фонда вошли Валерий Гергиев, Денис Мацуев, певица Валерия, Алина Кабаева, Иосиф Кобзон. Фонд «Память поколений» каждый день оказывает адресную медицинскую помощь ветеранам всех категорий. Каждый, кто носит значок, не только помогает ветеранам делом, но и рассказывают о новой всероссийской акции. Эльмира Шамарданова, Александр Ломанов, ТНВ «Казань». Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Здоровый футбол. Что делают в Казани, чтобы болельщики не болели? Лина Зинатуллина. Выходной с ТНВ. На какие высоты поднялся семейный отдых, увидел Дмитрий Аринин. Татарстанский продукт в Португалию. Рустам Минниханов сегодня встретился с председателем португальского парламента. Эдуард Ферру Родригеш. Делегация оценил Казанский Кремль и Свияжск, а с президентом республики обсудил деловые связи, в том числе продвижение продукции татарстанских промышленных предприятий в Португалию. Напомним, уже в сентябре в Казани пройдет заседание Российско-португальской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. На арене «Весь мир» на матче Кубка Конфедерации в Казани болельщиков собралось население небольшого города. Больше 34 тысяч фанатов из России, Португалии и Мексики. Обеспечить болельщикам максимальный комфорт и безопасность – эта задача стояла перед столицей. К желаниям властей добавились и строгие требования ФИФА. Оказалось ли Казань готова, выяснял Рамиль Шайдуллин. Когда еще один из самых оживленных проспектов столицы на день становится пешеходным? Только перед матчем Кубка Конфедерации, когда фанаты всего мира стягиваются к Казань-арене. Победа за Мексикой. За минуты до матча так считали десятки встреченных нами фанатов. В их команде лучший бомбардир в истории сборной Чичарито, не чита и главной звезде матча Криштиану Роналду.
Вот где Криштиану Роналду, а вот где Чичарита. На 43-й минуте Чичарита, он же Хавьер Эрнандес, вывел игру на ничью, дав заполниться овациями всей Казань-арене. Атмосфера на стадионе была потрясающей. Мы счастливы. Я рад, что получил приз как самый лучший игрок, но это не главное. Мы приехали сюда побеждать. Надеюсь, главные победы впереди. А как счастливо побывать на матче гигантов болельщики, говорят посты из соцсетей. По хэштегу «Португалия-Мексика» фото билетов на матч и газон Казань-арены. Когда в Казани проходит Кубок Конфедерации и приезжает Роналду, то я не упущу такой возможности. Болельщики – это очень круто, а когда весь стадион закричал «Россия», ух, мощь! Бежали до стадиона, ибо все везде перекрыто. Спасибо знакомым, что заняли нам очередь на получение паспорта, иначе бы точно не успели. С часа дня до 11 вечера Казань частично стала односторонней и пешеходной. Прямо и не сворачивая, нужно было ехать по Адаратского. И лишь пешком до стадиона по Ямашево. По требованию ФИФА ограничения дошли даже до моста Миллениум. Также за 5 часов до и еще 3 после игр дороги перекроют во все дни матчей. Строгие требования для безопасности. У входа на Казань-арену охрана осматривала каждого, а это более 30 тысяч билетов и паспортов болельщика. У стадиона дежурили сотни волонтеров и почти столько же врачей. Задействовано 130 медицинских работников непосредственно в день игр. Первая игра позади, а эмоции свежи. Мне посчастливилось пообщаться с Роналдо. Тоже человек, который по всему миру ездит. Очень они тронуты гостеприимством и теплом наших болельщиков. Настолько, что под фотографиями футболиста знакомые любому татарстанцу буквы РТ, что означает сокращение Татарстан или Португалию, точно неизвестно, но фанатам и так приятно. Татарстан — это вот просто вот все! Все на матче Португалия-Мексика сказал финальный свисток судьи. Счет 2-2, ничья. Лучшим игроком признали Роналду. Возможного гостя Казани уже 24-го по правилам со сборной России схлестнутся герои вчерашнего дня. Или Мексика, или Португалия. Рамиль Шайдуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Здоровый футбол. В медицинском обеспечении Кубка Конфедерации участвуют почти 400 медиков, дополнительные медпункты и бригады скорой. Больницам усиленный режим, врачам языковая подготовка. Что делают в Казани, чтобы болельщики не болели, расскажет Лина Зинатульна. Зульфия Сагдеева легко находит общий язык с пациентом, даже если это английский. 7-я больница вместе с РКБ стали главными госпиталями Кубка. Чтобы помогать гостям со всего мира, Кубку Конфедерации медики прошли языковую подготовку. Но понадобился она далеко не всем. Полиглотов среди казанских врачей хватает после универсиады. У меня второе высшее дополнительное образование. Вот у нас в институте медицинском преподавали переводчик в сфере профессиональных коммуникаций. На страже здоровья болельщиков и спортсменов около 400 медиков. Ждут не только в больницах. Помощь окажут и вблизи стадиона и гостиниц. Непосредственно на стадионе работают мобильные медицинские бригады. Их 21. У нас 11 медицинских пунктов развернуто. Проверку прошли на вчерашнем матче. За медпомощью обратились около сотни человек. Болельщики, волонтеры и журналисты. С травматическим повреждением обращения не было. Это сердечный приступ. Мужчина был доставлен, болельщик. А чтобы помощь была действительно скорой, к Кубку Конфедерации Казанская станция скорой помощи пополнилась 45 новыми реанимобилями. Они, кстати, обслужат и чемпионат мира по футболу в следующем году. Лина Зинатульна, Ренат Сафин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В дни Кубка Конфедерации выросла посещаемость Казанского Кремля. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила Зиля Валеева, директор музея-заповедника. В гостях бывают в основном болельщики. Что касается футболистов, то у них очень плотный график, и пока их в Кремле не видели. Напомним, на время проведения Кубка все казанские театры продлили сезон, и об этом сегодня же заявил министр культуры. В планах десятки культурных мероприятий, в том числе на открытом воздухе. Сумма, необходимая для помощи Гузель Гельмуддиновой, собрана. Благодаря вам, нашим телезрителям, 6-летняя девочка, мечтающая о первых самостоятельных шагах, сможет целый год заниматься в бассейне. При ее тяжелой форме ДЦП это один из самых необходимых методов реабилитации. Сегодня Республиканский фонд «Закят» перечислил 89 тысяч рублей на счет ее родителей. Сюжет о Гузель мы показали в пятницу, и уже сегодня ее родители благодарят за помощь. В
В составе почти как у футбольной сборной в Казань приехала большая семья Шигаповых из Зеленодольского района. Их 10. И они стали героями нашего проекта «Выходной с ТНВ». А сборной эту семью можно назвать и потому, что у родителей 4 детей свои и 4 приемные. Каким приемом гостеприимства их вместе с нами встретила Казань, расскажет Дмитрий Аринин. Это подсобное хозяйство семьи Шигаповых. Тут практически целый зоопарк. Коровы, бараны, козы, куры и даже, смотрите, кролики. Но сегодня все они дома остаются одни, потому что хозяева проводят выходной с ТНВ. Вместе с нами навстречу приключениям отправляются папа Фанис, мама Гузель, 4 дочки Настя, Алсу, Гулья, Лейла и 4 сыночка Алмаз, Артем, Айнас и Радик. Итого 10. Почти как футбольная сборная. В таком составе им не часто приходится выезжать вместе. Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, припевать лучше хором, лучше хором. Итак, весело Шигаповы зашагали по просторам набережной Казанки. Здесь, в Большом море ожиданий, мороженое на аперитив. И так как это телепутешествие, на второе телепортация с одного берега Казанки на другой. Вот что монтаж животворящий делает. Ну, раз уж оказались у колеса обозрения, как с высоты не послать привет? Да, и с высоты вам шлем привет. Трепал нам кудри ветер высоты, и целовали облака. Так как Шигаповы ячейка общества большая, им потребовалось 2 кабинки. Давайте я вас сниму. Вот наши герои такие скромные, сами-то сниматься не любят, зато сами поснимать. Очень. В данном случае спускаться с высот на землю приятно, если тут труба зовет, а вернее множество труб и аттракционов аквапарка. От воды студеной к жидкости кипяченой, обеду. Ложку за папу, ложку за маму и так за всех братьев и сестер. Так в этой семье голодным точно никто не остался. Не остались Шигаповы и без подарка. Так и связь в семейных узах будет лучше, и еще один повод улыбнуться. Мы сегодня отдохнули, спасибо большое вам. Нам очень понравилось, мы очень рады. Все понравилось. Скажи спасибо. Так наш выходной день с Шигаповыми подошел к концу. Ну а наш проект только набирает ход. Впереди новые герои и новые приключения. С большим желанием семейный проект поддержали и партнеры нашего телеканала. Федеральный мобильный оператор Теле2 помогает запечатлеть на всю жизнь самые яркие моменты совместного с ТНВ отдыха. И далее о спорте и о погоде. И до встречи в 21:30. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болгарадиосы. Мы первые в Татарстане. Я, когда пришел на завод, здесь все только начиналось. А сейчас выросло производство. Как и мои дети, они тоже здесь. Я на пенсию, а сын мое дело продолжит. Казань-Оргсинтез. Сила традиций. Внимание! Срочная ликвидация склада новых Nissan. Скидка 200 тысяч. Не предел. Подробности в автоцентре Марка. Звони 4 5 3 единицы. Весь июнь в Мебельграде каждому покупателю такси за наш счет. Туда и обратно. На целительные воды приезжайте в Шефал-ИСУ и Жминводы. Спешите, действуют акции. Скидки до 20%. Корстон и Препати Холл представляют 23 июня. Бахти со своими хитами. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей.
Маршрут Казань-Лениногорск на комфортабельном микроавтобусе. Стоимость проезда 250 рублей. Телефон 8 986 912 9202. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. За один сеанс. 292 66 77. Только до конца июня. «Лада Гранта» с выгодой до 60 тысяч рублей. Автомобили в наличии. Успей купить выгодно. Автоцентр «Парус». Двое мужчин в доме, а гвоздь прибить некому. Наносим отметку карандашом. Берем молоток и забиваем. Все понял? Научил? Да. С таким помощником мы тебе беседку на даче в 2 счета построим. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Первый матч под управлением Курбана Бердыева. «Рубин» завершит австрийский сбор контрольным поединком против славянского клуба «Целия». Футболисты уже больше недели готовятся к новому сезону с новым тренерским штабом. Ежедневно команда проводит по 2 тренировки. Сначала силовые упражнения и работа без мяча. Дальше теория и двухсторонка. В команду после аренды вернулся целый ряд казанских футболистов. Кверквелия, Кабахидзе, Фильцов, Аздоев и Сорокин. Также Курбан Бердыев вернул в основу Дедюна. Пока единственным новичком команды является Владимир Гранат. Увидеть футболистов на деле можно будет завтра. Контрольный матч против «Цели» начнется в 12:30 по московскому времени. Татарстанцы снова на вершине пьедестала почета. В Нижнем Новгороде завершился очередной этап серии кольцевых гонок. В классе туринг в самом быстром и престижном зачете всей серии чемпионом стал Дмитрий Брагин. Он представляет команду «Таиф Моторспорт». Настоящая сенсация произошла в категории туринг-лайт. Первое место Эльсура Ахметвалеева, который казанец завоевал в воскресном заезде, наглядно подтверждает. А бронза еще одного нашего представителя Тимура Богуславского говорит о том, что и юным новичкам на подиуме найдется место. Следующий этап российской серии кольцевых гонок пройдет 1-2 июля на автодроме «Казан-Ринг». И в завершении новости стендовой стрельбы. В заключительный день розыгрыша юниорского первенства России татарстанская сборная пополнила свою копилку 3 медалями. Серебряным призером в упражнении скит среди юниоров стал Кирилл Лявин. На высшую ступень пьедестала в соревновании смешанных команд в ските поднялись Сергей Демин и Регина Шакирова. В общей сложности по итогам соревнований наши спортсмены завоевали 9 наград. 2 золотых, 2 бронзовых и 5 серебряных. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! В Татарстане сохраняется умеренно теплая погода, местами наблюдаются осадки. Подробнее после полезной информации. Задумались о новой кухне? Хотите быстро, качественно и недорого? Звоните в Данил Мастер. Закажите кухню сейчас и получите сушилку и мойку в подарок. Доставка и установка кухни бесплатные. Данил Мастер, город Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. По прогнозу Яндекс.Погоды, завтра в Татарстане существенных изменений в погоде не ожидается. Ночные температуры станут выше. На юго-востоке переменная облачность, ночью без осадков плюс 12. Днем местами пройдут дожди, столбики термометров покажут 18 градусов тепла. На северо-востоке предстоящей ночью пройдут дожди, местами сильные, плюс 13. Днем также ожидаются осадки и 18 градусов выше нуля. На севере Татарстана ночью без осадков 12 градусов тепла, днем дожди, местами сильные, плюс 18. Дожди ожидаются и на северо-западе Татарстана. Ночные температуры плюс 13, днем около 18 тепла. На юго-западе будет переменная облачность, без осадков не обойдется. Ночные температуры плюс 14, днем 19 градусов тепла. В центральных районах Татарстана облачная погода с прояснениями. Ночью ожидается дожди, местами сильные, плюс 14. Днем также пройдут небольшие дожди. Синоптики обещают 18 градусов выше нуля. В последующие дни дневные температуры станут выше. Местами также пройдут осадки.
ЖК «Приволжский» — это кирпичные дома с индивидуальным отоплением от 45 тысяч рублей за квадратный метр с чистовой отделкой. ЖК «Приволжский» — качество по разумной цене. Телефон 561 08 81. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома в чистовой отделке с индивидуальным отоплением в 12 километрах от центра. Цена от 45 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Приволжский» – чистый воздух и прекрасный вид на Волгу. О погоде в Казани. Предстоящей ночью в Казани пройдут ливневые дожди плюс 14-16. Днем также ожидается небольшой дождь и около 20 градусов выше нуля. Ветер западный порывистый до 7 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и завтра составит 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 76%. И еще одна полезная информация. Мега-мебель на Компрессорном. Самый большой мебельный центр города. Целых 4 этажа мебели от 200 мебельных компаний. Приходите, приезжайте, удобная парковка. Мега-мебель на Компрессорном, город Казань, Сибирский тракт, 34. Мегамебель на Компрессорном. Самый большой мебельный центр города.